Всех приветствую, добро пожаловать. Сегодня мы продолжаем с вами игру Мэдисон. Мы остановились на том, чтобы послушать кассету, что интересно там в ней сейчас находится. Так, давайте вот эту возьмем и послушаем третью кассету. Джон, я хочу, чтобы ты понял, насколько действительно опасны эти демоны. Я наблюдал несколько актов экзорцизма в свое время. Не все выживают, чтобы рассказать свои истории. Эти существа не живые, это делает их сильнее нас. Они развлекают себя с помощью нас. Им нравится наш страх, причинять нам боль, они кормятся ею. Это дает им мощь, дает им силу. Когда один из них присоединяется к одному из нас, этому практически невозможно помешать. Они играют с нашими телами, умами, пока не найдут то, что ищут. Они уже не люди. Они за гранью всего, что мы знаем. Джон, я молю тебя, ищи помощь. Я расследую дело той женщины, о которой ты мне рассказывал, Мэдисон Хейл, и вернусь к тебе, как только найду что-нибудь. Держи эту информацию подальше от своего сына. Избавься от этой камеры, как только ты получишь эти сообщения, но, пожалуйста, пожалуйста, будь осторожен. Если у твоего сына уже был контакт с этой сущностью, его жизнь, твоя жизнь и жизнь твоей семьи в опасности. Мам, Шанель, что я наделал? Я должен найти способ положить этому конец. Блядь. Горит. Не гори. Мое тело горит. Рога? Мне кажется, что я видел что-то похожее в доме. Yes. Вот люблю такие подсказки очевидные. А то это... Ходишь, блуждаешь, блин, не знаешь, что делать. Так, там, наверное, будет подсказка, может, какая-то с этими связанная. Нет, 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 только не снова. Нет. Что такое-то? Блять, я не чувствую пальцев. В смысле? Что происходит с моим телом? Ты, наверное, превращаешься. Я не знаю, что это могло бы значить. Там был красный свет, но везде было темно. Подвал, может быть. Что я, черт возьми, делаю? Так, и... Наверное, будет видно код. Дверной звонок. Надо подойти к входной двери. Может быть, здесь? Реально, смотрите. Все еще непонятно, были ли фоточасти. Она играет с моим разумом. Отсюда, блядь, не сбежать. Согласно официальным источникам, 43-летняя женщина. Так, я не знаю, на какой этаж ехать. К счастью, полиция была просвещена до того, как она смогла осуществить свой план. Первой жертвой был ее 75-летний отец. Второй жертвой была ее 71-летняя мать. Молодой человек умер сразу, его тело было также расчленено. Мэдисон пырнула ее. Соседи увидели, как она затаскивала тело в дом и сообщили. Что такое?
There are no numbers on this Здесь one. цифр нет. Должны быть цифры? Вау. No smoking. I wonder what these Интересно, numbers для are чего for. нужны эти цифры? Первой жертвой был ее 75-летний отец. Мэдисон изувечила его тело таким способом, что его лицо было неузнаваемо. Его тело было найдено разрубленным на кусочки в колодце вместе с другими трупами. Его левая нога и 3 пальца все еще не были найдены. 75-летний отец. Господи, какие тут загадки, это просто жесть. Роберт Хелл, 1987. Один, два, три, четыре. Так, давайте поедем на второй этаж. Пятое — это значит мы. Он говорит ты. В соответствии с полицейским рапортом, Мэдисон ампутировала обе ее ноги. Женщина умерла от обильной потери крови. Несколько часов спустя Мэдисон продолжала уродовать ее тело, прежде чем избавиться от него. Второй жертвой была ее 71-летняя мать. В соответствии с полицейским рапортом, Мэдисон ампутировала обе ее ноги, пока та все еще была жива. Женщина умерла, все повторяет. Кристиан Питнер, 1902-1937. Джудит Хейл, 1977. Так, ладно, третий этаж. Молодой человек умер сразу, его тело. Третьей жертвой был 27-летний мужчина. Мэдисон неоднократно нанесла ему удары по голове острым предметом. Молодой человек умер сразу, его тело было также расчленено. Третьей жертвой был 27-летний мужчина. Альфред Миллер. Так, просто дырка. Может, я смогу сломать стену чем-нибудь? Да ты серьезно? Ладно, 4. Тело женщины было найдено так. Последней жертвой стала 35-летняя женщина. Мэдисон пырнула ее у ее же выходной двери. Соседи увидели, как она затаскивала тело в дом и сообщили об этом в полицию. Тело женщины было найдено в неузнаваемом состоянии, разделено на более чем 13 частей. Джордж Браун. Это опять ломать надо. Так, ладно. Так, давайте ломать, короче. Эшли Смит, 2001.
Лин Джейми. The final 52. victim was a 35-year-old woman. Madison stabbed her at her own front door. Neighbors witnessed her dragging the body into the house and notified the police. The third victim was a 27-year-old man. Madison hit his head with a sharp object repeatedly. The young man died instantly. His body was dismembered as well. The third victim was a 27-year-old man. Madison hit his head with a sharp Дрейк object Флетчер, repeatedly. 60 The young man 87. died instantly. His body was dismembered as well. Так, думаем. The third loss of blood. Hours later, Madison continued to be disposing of the body. The second victim was her 71-year-old body in such a way that his face was unrecognizable. His body was found in pieces in... The second victim was her 71-year-old mother. According to police reports, Madison hit his head with a sharp object repeatedly. The young man died instantly. His body was dismembered as well. Door. Так, я надеюсь, я сейчас все правильно сделала. Это была последняя жертва. Смотрим, что у нас поменялось. Зеркало треснуло. Так, ключ от... Я, кажется, знаю, что за ключ. I should turn the power back on first. Согласна с тобой. Фу, блин. Все. Ну, я думала, опять темно. God. Господи, My body. мое тело, My hands. мои руки. This is Это то, о what чем the говорил priest was talking священник. about. That Это thing is создание. Оно feeding off питается of мной. me. What the Тик-ток. fuck does this Что even это, mean? блин, вообще значит? The house is full of Дом полон clocks. часов. Я принесла кусачки. Так, смотрим, что у нас там. Подсказка. Ёлки-палки. Так, 9 влево, 11 влево и 8 вправо. Вроде так было, да? Так, ну, сфоткаю, как подсказка будет. Так. Ага, тут закрыто. Идем разбирать сейф. Так, вот здесь у нас еще есть небольшая подсказка. Ага, и 8 влево. Сука! Тварь. Смотри, вот игра вообще никак не дает расслабиться, держит в напряжении, а потом выдает всякие скримеры. Хорош, хорош. Да. Так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes.
Записка. Джон, сын мой, я уже старый человек, и жизнь прошла для нас всех. Я очень горжусь, когда вижу то, кем ты стал. Я очень счастлив, что ты мне подарила 2 прекрасных внуков, Лука и Шанель. Я пишу это письмо, чтобы вы могли однажды понять все, что сейчас творится у меня в голове, и опровергнуть миф о том, что я просто безумный старикан. Бог действительно существует, и также существует и сатана. Всю свою жизнь я сильно старался не веровать, но время наглядно показало мне, насколько сильно я ошибался. Твоя мать совсем не была больна, и я не мог предотвратить ее трагичную кончину. Насколько бы странно это ни звучало, Блю Низ реален. Ни один специалист не смог установить причину ее состояния, не говоря уже о том, чтобы подобрать для нее лечение, чтобы помочь ей сражаться с болезнью. Как же сильно я хочу вернуться назад во времени и сказать ей: «Я верю в тебя». Ясно. Так, ну пойдемте в этот... вставлять будем часы сейчас. Ну-ка, сюда если вставить. Вот оно что. Нам теперь надо будет найти, наверное, правильные часы, что ли? Так. Так, все. Я вот только недавно говорила, что как хорошо, что нет скримеров постоянно. Теперь эти скримеры, блин, начинают повторяться. Это уже скоро начнет раздражать, а не пугать. Так, ну пойдемте посмотрим, что у нас там с часами. Так, угу. Все часы идут на... Все, кажется, последние часы. Все, ура. Наконец-то. Дверь теперь открыта. Пугалка. Пугалочка. Так, и что дальше? Ага. Я забываю, что тут надо фотографировать. Похоже, что он так и не закончил этот... Чего? Надо... Сюда надо что-то вставить. Так, погоди-ка. Так, окей. Для часов что-то надо найти. Не могу. Я не могу так больше. Просто не могу. Все мое тело немеет. Почему это происходит со мной? Это должно быть комбинация или что-то в этом роде. Красный сейф, да, походу. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Джонни. Джонни, есть папа. Так, все. А что за Джонни? Ключ Джонни. Наверное, там, где наша комната, да?
получается, с дедушкой вроде как. Вот эта вот комната. Yes. This used to be Dad's Раньше room. это была комната отца. What Что happened здесь in here? произошло? Чтобы спасти птицу, кролик подпрыгнул в воздух, оставляя всех своих друзей позади. Змея под крысой осталась, пока в глубинах акула сотворила этот план. Угадали. So this is the Блюнис. book Это и that есть та everyone книга, was о которой talking все about? говорили? Ой. О, Господи. Давным-давно жило существо, чье имя было неизвестно. Оно всегда жило в одиночку, и его часто видело само по себе. Его часто видели само по себе, видео. Одной морозной холодной ночью ему стало так тоскливо, что она погрузилась в спячку на 2 дня. На 3-й день оно проснулось в черноте с такой серьезной болезнью, что 2 его глаза исчезли в темноте. Существо влезло с кровати и поползло, ища глаза, которые, оно было уверено, закатились. Оно скользило, переворачивалось, из-за чего колени покрылись ранами и стали синими, так как его глаза выскочили и вывалились, они оба рассыпались, как пыль. Оно и по сей день не имеет ни малейшего понятия, но это не повод прекращать поиски. Теперь остерегайтесь этого мимолетного взгляда и убедитесь, что свет включен, так как на кону ваше собственное зрение, если вы не сможете убежать. Оно боится света. Используйте что-нибудь поярче для защиты. Так, вот это, наверное, может сфотографировать надо. Ладно. Комната The room has изменилась. Hi, I my know name this is is Johnny. impossible, but I think Dad wrote this. Я... Да, так, окей. What the fuck? Блюнис. Блюнис сзади, и он найдет то, что ищет. О, Господи. Кого? А долго эту музыку слушать надо? Вау, как тут все поменялось. А, это же чердак.
И что теперь делать? Опа, фотка. Синие коллекционные предметы. Я не понимаю, что происходит. Ёлки-палки. The house feels like a Этот дом больше maze. похож на лабиринт. I'm sure this Я is уверен, what что Grandma это was то, на referring to что in her ссылалась diary. бабушка в своем дневнике. Надо все эти проиграть, походу, да? Ага. Ой, блядь. Да блин, я же фоткала. Is this Это a человеческий human глаз. eye? Короче, нам, оказывается, надо было в этих граммофонах глаза искать. Вот мы нашли первый. Предыдущих, короче, мы не нашли.
два глаза надо найти, короче, этого монстра. Ура! Мы нашли последний глаз. Возвращаемся в комнату Луки. Так, только аккуратно. Не торопимся. Так, сюда, в эту сторону надо. Так, спокойно. So Grandma wasn't Так, sick значит, at all. бабушка вовсе не была больна. This thing Оно is what было killed тем, you. что убило ее. Я иду по каким-то точкам. What? Чего? Бабушка? Бабушка, это ты? Бабуля, ты куда? Может, она в свою комнату пошла? А, нет. Может, нам надо на самое начало?
Ой, кот. Так, давайте фотки посмотрим. 2. Один. 8. 1, 8. 3. 3, 8, 1, 2. Реал. Элизабет Максвелл. И что теперь? The hanged. Повешенный сын. What? Осуждаю. Все. Сейчас фотку сделает, да? Реально. Скажите чиз.
Ну, что-то какая-то печальная концовка, слушайте. Вау. Ура! Мы прошли игру! Молодцы, 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 молодцы. Безумный сын, одержимый сын, Мэдисон. Спасибо всем большое, мне очень понравилась эта игра, я прям ее с удовольствием проходила. Конечно, некоторые загадки очень душные, вот этот в конце монстр тоже такой немножко душноватый, ну а так, в принципе, нормально. Там еще есть, конечно, повыше сложность, там, наверное, вообще будет очень-очень-очень тягомотно все это проходить. Так что вот так вот. Пишите, что вы думаете об этой игре, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И увидимся уже в следующей части, в следующей серии, в следующих играх. Все, давайте. Все, всем пока-пока.